Все эти люди хотят попасть домой, однако простоять в многокилометровой очереди им придется еще долго. Из-за густого дыма, окутавшего Лену, паромные и пассажирские перевозки на главной республиканской переправе с Нижнего Бестяха до Якутска пришлось приостановить. Ситуация пришла в норму только к середине дня. В настоящее время 9 паромов, полная мощность, перевозка задействована. Смог над Якутском стоит уже 4-е сутки. Из-за того, что город находится в низине, а также за счет направлений ветра, именно сюда и стягивается дым от лесных пожаров сразу из 3 близлежащих районов. Пробы воздуха специалисты Роспотребнадзора отбирают каждые 3 часа. У нас отмечается превышение предельно допустимых концентраций по оксиду азота. Имеется содержание оксида углерода в атмосферном воздухе. По данным регионального Минздрава, с обострениями астмы в скорую обратились 7 человек. По состоянию на 17 июля в Якутии горят леса на общей площади более 400 тысяч гектаров. На ликвидацию огня направлены 825 человек. По данным Департамента по лесным отношениям, в Якутии зарегистрировано более 70 огневых точек. 19 крупных очагов наблюдаются в Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Татинском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах. Общая площадь действующих пожаров почти 11 тысяч гектаров. Более 50 пожаров вызваны сухими грозами, но находятся в труднодоступных местах. По результатам ежедневного мониторинга было принято решение приостановить их тушение. В возникновении пожаров в Якутии, как оказалось, виновата не только погода, но и пресловутый человеческий фактор. Уже установлены 13 человек, большинство из которых нарушили правила пожарной безопасности. В отношении одного якутянина возбуждено уголовное дело. Он намеренно поджигал лес, что привело к появлению крупного очага возгорания. Анна Лебединская, Анастасия Добрянцева, Иван Максимов. Вести. Якутия.